21 марта состоялось закрытие палеонтологической выставки «Куда ушли мамонты?». Это масштабный просветительский и образовательный проект, организованный совместными усилиями отделения Русского географического общества Якутии, Академии наук и исторического парка «Россия. Моя история». Об этой выставке не только мы поговорим с гостями в нашей студии. Это Альберт Протопопов, руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики. Доброе утро. Здравствуйте. Доктор биологических наук. И Валерий Плотников, ведущий научный сотрудник этого же отдела, кандидат биологических наук. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот завершилась выставка «Куда ушли мамонты?». Расскажите, как она прошла и вообще, кто стал главным героем этой выставки? Ну, выставка проходила в историческом парке у нас в городе Якутске. Посетило его около 25 тысяч человек за все время выставки. Открылась она в июне прошлого года. Вот. Ну и главными экспонатом этой выставки был носорожек Саша и скелет чурапчинского носорога. А каких результатов позволила достичь эта выставка? Ну, как я уже говорил, в Якутии, вообще по Якутии посмотрел 25 тысяч человек, то есть это уже большой результат. Ну и просвещение детей, школьников, были много конкурсов по рисункам, нарисуйте мамонта или в этом духе. Вот. И много лекций было по палеонтологической тематике, конференции были, семинары, скажем. Эта выставка длилась почти год, да, чуть меньше года получается, да, вот после Якутска, вот куда она отправится, где можно ее будет посмотреть? После Якутска мы готовим выставку в Японию по нескольким городам, но первый город будет Токио, и вот часть вот этой выставки поедет в город Сочи. Тут без преувеличения можно сказать, что один из самых известных наших находок среди ученых – это мамонт Юкка. И буквально недавно ученые ошарашили что все-таки клетки удалось несколько оживить, и, может быть, когда-нибудь мы увидим живых мамонтов. Так ли это? Какая-то толика правдивой, там информации есть это у нас исследования длятся уже с 2011 года. Это с японскими специалистами из нескольких научных центров, в первую очередь с университетом Кендай. Это когда у нас еще в 2011-2012 году проводился отбор образцов от мамонта Юка. Это вообще уникальный мамонт, который очень много нового для науки дал этот мамонт. И в том числе достаточно неожиданно вдруг заработали белки. Это не ДНК, то есть о возрождении мамонта клонированием речи не идет, но как неожиданно вдруг заработали белки. В 5 клетках, когда клетки мамонта начали смешивать с клетками мышей, с яйцеклетками, вдруг в 5 образцах там начались процессы деления хромосом. Это заработали гистоны. Это белки, которые связаны с ДНК. Но вообще молекулы белков, они достаточно короткие. А вся сложность в том, что во время, когда мамонт погиб, это десятки тысяч лет назад, очень там долго лежит, там процесс, там очень много процессов, которые разрушают ДНК. И именно из-за длины нити ДНК, то ДНК невозможно, чтобы заработало. А белки они короткие. Но это все равно очень удивительно. А о чем это говорит, то, что задвигались белки-то? Это говорит о том, что сохранность конкретно этого мамонта Юка, она очень хорошая была. Благодаря вечной мерзлоте. Да, благодаря вечной мерзлоте, и то, что этот мамонт очень быстро был захоронен. Ведь именно у этого мамонта, например, мы еще несколько лет назад вытащили головной мозг. Это единственный мозг головной. Понимаете? Это очень вообще прекрасная сохранность. Сколько у нас мамонтов вообще может еще в земле содержаться вечно? Довольно много. То есть по подсчетам наших выдающихся палеонтологов, скажем, Верещагина, Николая Кузьмича, у нас где-то около
450 тысяч тонн мамонтовых бивней лежит. Ничего себе. Знаете, то есть очень много. Спасибо большое, коллеги, за то, что подошли к нам в студию, рассказали весьма интересную тему, связанную с мамонтами. Хочется пожелать вам удачи в ваших исследованиях и новых достижений. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу, не переключайтесь.